поводу того, что у населения кончаются деньги, заработные платы сокращаются, уровень жизни падает. Мы поднимали не раз в своих публикациях. Один из наших аналитиков, к которому мы обратились за комментариями, был вот Шамиль Агеев, руководитель торгово-промышленной палаты Татарстана. Он как раз таки говорил о том, что действительно денег у населения нет. Из-за скачка доллара нужно корректировать бюджет. Наш министр финансов Радик Гизатуллин, когда к нему обратились с этим вопросом, он сказал о том, что давайте не будем пока что думать об этом, мы закончили этот год, а в следующем году посмотрим, как будет. В Татарстане вообще аналитиков много экономических, которые... Они есть, но не могу сказать, что их так много. Все-таки мы сами, даже когда организовывали круглый стол по этому вопросу, мы приглашали федеральных аналитиков. И хочу сказать, поменьше смотреть телевизор, потому что там все слишком оптимистично преподносят, совсем не так, как есть на самом деле. А вы как пишете? Мы стараемся, да, писать по факту. То есть, если нам чиновники сказали о том, что экономическая ситуация стала развиваться, все в Татарстане стало лучше, то мы обращаемся к малому бизнесу, да, который в первую очередь чувствует это на себе. Мы обращаемся к экспертам. Ну вот если взять прошлые события, в этом году у нас был сгоревший «Адмирал», еще ряд событий, да, сколько пожаров у нас было на рынках, и это пострадали именно в первую очередь малые предприниматели, самые маленькие бизнесмены наши. То есть даже крупные бизнесмены тоже об этом заявляют. Так что я думаю, что есть сигнал для тревоги. Хоть зарплата не сократилась, но она стала меньше. То есть для людей люди стали больше экономить, люди стали больше брать кредитов на первостепенные нужды. То есть, если, например, вот как у нас говорил руководитель Тимирбанка Айрат Камалов, он говорил о том, что если в Европе люди берут кредиты на ипотеку, да, на дом, то у нас люди берут кредиты на одежду, на какие-то мелочи, на продукты, да. То есть, хоть у нас закредитованность меньше, но она на самые первые нужды. Вот. А на большие уже не хватает? Да, на большие людям уже не хватает. Это взять хотя бы наши процентные ставки. В связи с этим даже на рынке недвижимости сразу люди там снова перестали покупать. И вот с прошлого года, с прошлого декабря до сих пор нету увеличения спроса. Люди говорят, сами риэлторы говорят, что ничего не продается, скажем, магазинов, да, крупных ритейлеров. Они говорят о том, что посещаемость у них не упала. И это, возможно, действительно так. Люди продолжают ходить в магазин, они продолжают покупать. Но что изменилось? Изменилось то, что они стали больше обращать внимание на акции, на скидки. То есть, если они увидели, вот сообщение пришло на телефон, что завтра будет акция минус там, 15%, они прибегают, закупают, затариваются и ждут следующего. То есть в Татарстане наибольший уровень безработицы в Елабужском районе, как оказалось. Ну, вроде бы там экономическая зона, да, должна быть востребованность какая-то, а вот и нет.